Здравствуйте, в эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». Меня зовут Юрий Осипов. Прокуратура города Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу о совершении преступления по статье «Грабеж». Установлено, что осужденный, будучи условно-досрочно освобожденным по другому уголовному делу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидев в руке ранее ему незнакомой жительницы города Якутска сумку и предполагая, что в ней может находиться ценное имущество, решил ее похитить. Злоумышленник повалил ее на землю и с целью подавления сопротивления с ее стороны нанес один удар кулаком руки в область ее лица. Когда пострадавшая прекратила сопротивление, осужденный выхватил сумку, в которой находились сотовый телефон, социальная карта, кошелек, денежные средства в размере 200 рублей, записная книжка и лекарства. Общий материальный ущерб составил 10 190 рублей. После этого осужденный скрылся с места преступления. В судебном заседании осужденный вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил подсудимого к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Верхоянским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел двух мужчин на участке местности Эбе, села Улахон-Кёль Верхоянского района Якутии. 16 августа в следственный отдел поступило телефонное сообщение от оперативного дежурного о безвестном исчезновении двух жителей села Улахон-Кёль, выехавших на сенокос на участок местности Эбе, расположенном в 30 километрах от села Улахон-Кёль и в 140 километрах от административного центра. Мужчины работали коневодами в одном из крестьянско-фермерских хозяйств Наслега. Поиски были проведены силами местной администрации и жителей. Тела мужчин обнаружены на озере на участке местности Эбе. По сообщению фельдшера фельдшерско-акушерского пункта, видимых телесных повреждений не обнаружено. В связи со сложной транспортной схемой, труднодоступностью и удаленностью населенного пункта от административного центра, следственно-оперативная группа в составе сотрудников Верхоянского межрайонного следственного отдела и полиции вылетела к месту происшествия. В настоящее время в рамках проверки следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Жители 203-го микрорайона бьют тревогу. 203-й микрорайон размывает. Подробности в материале нашего корреспондента Александра Зубехина. Здесь, в 203-м микрорайоне, всего в нескольких метрах от оврага расположен этот 9-этажный дом. Каждый раз после сильного ливня дорогу, проходящую здесь, размывает, в результате чего образуются глубокие ямы. Такая ситуация вызывает опасения местных жителей. Кино или реальность? Жители 203-го микрорайона не могли поверить глазам. Разлом на дороге – следствие проливных дождей. Машина не успела полностью провалиться. Технику вытащили. В настоящее время ровность поверхности восстановлена. Были задействованы такие материалы, как скальный грунт, кельдянский песок. Транспортная единица также задела трубу газовую, которая, к счастью, не была деформирована и в принципе, осталась в удовлетворительном состоянии. Надолго ли? У жителей 203-го микрорайона большие сомнения. Уверены, очередной ливень дорога не выдержит. Яму, большой ров, надо отсыпать, потому что если еще будут ливни такие страшные, то вот это все размоет. Что будет дальше, я не знаю, потому что уже тротуары вот эти вот отсыпаются, а дом совсем близко. Если бы там не тротуар, то, наверное, трещины бы подошли вплотную к дому. Есть опасения, что будет подтапливать еще и подвалы. Отсыпка не поможет, говорят ученые. Проблема глубже и в прямом, и в переносном смыслах. 202-й, 203-й микрорайон построен исключительно на насыпных грунтах, которые были проморожены, в них ведь сваи, природные изменения климата и плюс небрежная эксплуатация зданий вызывает там, где протечка проходила горячей воды. Растепление грунтов, эти грунты могут себя вести немножко по другим свойствам. А изменение грунтовых свойств вызывает усиление сейсмической опасности еще на 1-2 балла. В мэрии Якутска не согласны. Опасность придуманная. Дорогу размыло из-за канавы неподалеку. Технология намывных территорий, она, в принципе, давно и всюду применяется. И я не вижу здесь особо больших опасностей в части того, что полностью 203-й квартал смоет. Опасности, то, что здание упадет, я не вижу, хотя я не специалист, именно строитель высотных зданий. В ближайшие дни в мэрии Якутска пройдет заседание техсовета. Структурное подразделение и застройщики 203-го решат, как быть. Вариантов несколько. Укрепить откос, обустроить водоотводную трубу или вообще отказаться от дороги. Александр Зубехин, Георгий Григорьев, Дилус Иннокентьев, Якутск.
ГАИ в городе Якутске задержали дрифтера. Госинспектора дорожно-патрульной службы задержали водителя, который управлял транспортным средством с внесенными изменениями в конструкцию. Ранее данному водителю уже выносилось требование об устранении недостатков. Тем не менее, по субъективным причинам они не были полностью устранены. Мы видим, изменены, вы видите, вот задние колеса какие. Сейчас мы повторно проводим замеры и будет все это запротоколировано, материал составлен. Напомню, что за невыполнение законного требования сотрудника полиции материал рассматривается в суде, предусмотрен арест. Виноват, буду приводить все в заводское состояние. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.